Эфир абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко о главных новостях. Аслан Бжаня принял делегацию казаков из Краснодарского края во главе с заместителем губернатора края Александром Власовым. В Москве подписано соглашение о создании двусторонней ассоциации в сфере туристической индустрии. В 6-й Сухумской средней школе состоялось открытие отреставрированного памятника дважды Герою Советского Союза летчику-космонавту Владимиру Комарову. Имеют ли основания обвинения Аллы Алтанец, заявившей о том, что соседи пытаются отнять у нее родительскую квартиру и гараж? Президент Аслан Бжаня принял делегацию казаков из Краснодарского края во главе с заместителем губернатора Краснодарского края, атаманом казачьего войска Александром Власовым. В ходе встречи президент обсудил с гостями широкий круг вопросов. Мы с особой симпатией и пиететом относимся к Краснодарскому краю. Наши отношения носят дружественный характер на протяжении многих десятилетий. Народ Абхазии с благодарностью вспоминает вклад казаков, их бессмертный подвиг, который был совершен на территории Абхазии в тяжелые для нас времена, тяжелые для нас годины. Поэтому мы вас с большим удовольствием приветствуем и хотим, чтобы вы часто были нашими гостями. Впервые я в вашей республике, в Абхазии. И действительно, мы помним все те мероприятия, которые происходили здесь, на территории Абхазии. Кубанское казачье войско принимало участие, поддерживало, и мы будем продолжали все эти десятилетия и будем продолжать наше тесное взаимное сотрудничество, и поддержку, помощь в любое время можете рассчитывать на казаков Кубанского казачьего войска. На территории Абхазии у нас здесь располагается Сухумский казачий отдел. Нам необходимо, чтобы отдел развивался, отдел становился по численности больше. И в первую очередь, о чем бы я хотел отметить, оказывал поддержку здесь, на местах, органам власти, государственной и муниципальной власти, для того, чтобы обеспечивать не только обязанности государственной службы, но и, насколько мы в этом году увидели, это и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, принимали огромное участие, и, конечно же, патриотическое воспитание. Мы готовы принимать детей, казачат, и не только казачат, из Сухумского отдела в Краснодарский край. Мы реализуем нашу программу, наши планы на будущий год, с учетом, конечно же, сейчас эпидемиологической обстановки в мире. В Москве подписано соглашение о создании двусторонней ассоциации в сфере туристической индустрии. Соглашение подписали министр туризма Абхазии Теймураз Хишба и председатель общественной организации «Всероссийское объединение туристов» Дмитрий Давыденко. Документ был подписан в рамках встречи Теймураза Хишба с членами Общественной палаты России, в которой также приняли участие чрезвычайный полномочный посол Абхазии в России Игорь Ахба и депутаты Государственной Думы. Гостей приветствовал заместитель секретаря Общественной палаты Российской Федерации Владислав Гриб. На встрече обсуждались возможности укрепления дружественных связей между гражданскими структурами, сотрудничества в сфере туризма и взаимной организации детского отдыха. Заместитель секретаря Общественной палаты Российской Федерации Владислав Гриб отметил возрастающий интерес российских туристов к курортам Абхазии. Председатель общественной организации «Всероссийское объединение туристов» Дмитрий Давыденко отметил, что за исключением одного инцидента туристический сезон прошел без серьезных эксцессов. В частности, не было зафиксировано ни одного случая массового отравления отдыхающих в Абхазии. Депутат Государственной Думы Российской Федерации Артем Прокофьев в свою очередь отметил, что организация отдыха граждан – один из приоритетов для правительства Российской Федерации. С этой целью создан в костюме нового созыва Комитет по туризму. Как отметил министр туризма Абхазии Теймураз Хишба, для сотрудничества в данной сфере у обеих стран есть большой потенциал. 2021 год стал рекордным годом в современной истории Абхазии, то есть с периода развала Советского Союза.
такого количества отдыхающих в республике не было, как в этом году. Это не может нас не радовать. Это первое. А второе, вот как Дмитрий Викторович уже сказал, у нас был еще в прошлом году подписан совместный договор. Сегодня мы несем дополнение о создании Российско-Абхазской ассоциации туризма, что тоже является очень важным шагом. Почему? Потому что ни для кого не секрет, что подавляющее большинство, практически более 90%, и до пандемии Абхазию посещали именно российские граждане. В ходе встречи министр туризма Теймураз Хишба и председатель общественной организации Всероссийское объединение туристов Дмитрий Давыденко подписали соглашение о создании двусторонней ассоциации в сфере туристической индустрии. Заместитель секретаря Общественной палаты России вручил послу Республики Абхазия Игорю Ахпа и министру туризма Теймуразу Хишба ордена «Гордость нации», учрежденные Фондом общественной организации России. Это очень редкая элитная награда, подчеркнул Владислав Гриб. Большой плюс для общественной палаты, что послы, министры зарубежных стран братских посещают, обсуждают вопросы. И я думаю, что, так сказать, должно стать доброй традицией для нас такое взаимодействие развивать на всех уровнях, то есть с представителями зарубежных государств, с послами, по актуальным для нас, для России вопросам и повесткам. Глава Минтуризма Теймураз Хишба проведет в российской столице еще ряд встреч с представителями государственных и частных структур. Нона Кукускир для абхазского телевидения из Москвы. Теймураз Хишба также принял участие в заседании Комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры. В рамках встречи была отмечена необходимость возобновления морского туристического маршрута Сухум, Сочи, Геленджик, Крым. По итогам обсуждения плана выездных совещаний было решено провести в апреле 2022 года рабочую встречу в Абхазии и обсудить совместные туристические проекты. Совсем недавно на телеграм-канале появилось видео Аллы Алтанец, в котором она обвиняет соседей в попытке отнять у нее родительскую квартиру с гаражом. Женщина называет и имена. В свою очередь, люди, о которых идет речь, говорят, что заявление Аллы Алтанец – клевета. В ситуации попытались разобраться наши корреспонденты. Репортаж Дениза Гергия. Алла Алтанец в своем обращении говорит, что у нее незаконным образом пытаются отнять гараж и родительскую квартиру. Речь идет об этих гаражах. Это две постройки. В настоящее время они принадлежат Гураму Квицине. Соседи подтверждают, что Гурам Квицине купил по отдельности у разных соседей оба гаража много лет назад. Один у Ефросинии Алтанец, матери Аллы Алтанец, другой у Астамура Ласуря. С 1993 по 2004 годы Астамур Ласуря проживал в этом доме. Когда он решил сменить место жительства, то продал свои гаражи. Он хорошо помнит историю купли-продажи. Гараж, то, что было предназначено именно квартире, было продано вместе с квартирой. А так я как занимал другой еще гараж, я держал рядом, вот второй гараж, до 2004 года, пока я находился здесь, я пользовался этим гаражом, здесь стояла моя машина. Но перед тем, чтобы уехать отсюда, я его лично продал. Я продал Квицине, Гурам. Вот это мой часть был. А эта часть был приобретена по соседям, который находился рядом, которые жили. Алтанец Алексей, вот он здесь жил, здесь находился, но он продал именно Гураму вот это средний гараж. Здесь никакой вымогательств или никакой. Тут было уплачено деньги. По словам Астамура Ласуря, в послевоенные годы эти гаражи не оформлялись. Эти гаражи не оформляются, не делается ничего абсолютно. Здесь вообще эти гаражи на учет не взятые под баланс государства или что-то такое. Не было такое. Я хотел, спрашивал, интересовался, но пока не было бы капитального строительства, эти гаражи не оформлялись. Так как на гараж документов не имелось, купля-продажа состоялась при свидетелях, коими являются соседи. Слова Аллы Алтанец они считают клеветой. Михаил Кубаз – один из первых жильцов дома. Тогда он был председателем жилищно-строительного кооператива. Я был председателем ЖСК.
полностью построил. Комиссия приняла, жеребьевку провели и поселили людей. Ордера дали. В том числе Алтанец Алексей. Вот, отец этой женщины, которая жалуется. А они как сыночки по выбору получили 4-й этаж трехкомнатную. Отец умер, сейчас жена дома находится. Никто ей не угрожает квартиру отбирать. Это ложь. Это не такие люди, это самые квитиневцы, чтобы кого-то трогать. Это уважаемые, любимые люди наши. Вот это гараж железный имели до войны. Вот они с их согласия купили. По словам Михаила Куба, сама Алла Алтанец проживает в новом районе. У нее есть дочь, которую воспитала бабушка Ефросиния Алтанец. Его нету. А дочка воспитывалась не у нее, а вот здесь у бабушки. Она хочет, отец умер, мать великовозрастная, хочет ее забрать, а квартиру и с гаражом продать. Главное этой целью, а остальное никто не мешает. У нее машины нет, зачем ей нужно это все? Я лично встречался и строго сказал, что ты врешь. Я говорю, они продали. И ты это хорошо знаешь. Но она признать не хочет. Мы возмущены, все жильцы возмущены. Что она так необъективно, несправедливо? Мы направились к Ефросинии Алтанец, матери Аллы, за выяснением обстоятельств. Женщина преклонного возраста открыла дверь съемочной группе. Говорить на камеру она отказалась, но разрешила записать голос. Женщина отрицает слова ее дочери Аллы. «Никто не пытается отнять у меня квартиру», — говорит она. С абхазского телевидения кто-нибудь вам угрожает из соседей? Вот скажите, а гараж, который вот внизу, вы продали его когда-то? Ну, раз нету машины, то зачем гараж, тоже там и заберутся и все. Вы продали? Ну, продал. А кому вы продали? Имя, фамилия, скажите, пожалуйста. Света. Уже около 30 лет они ездят. Ну, сейчас что-то моя дочка начала выезжаться в гараж, почему, туда. Ваша дочка? Нет, не продали. Но она не знает, поэтому она говорит. Я не знаю, что между ими было, все дружно, да. Что у них произошло, меня не было. Так почему же слова Ефросинии Алтанец противоречат утверждению ее дочери Аллы? Для разъяснения этого обстоятельства мы связались по телефону с Аллой Алтанец. Алла, здравствуйте еще раз, с абхазского телевидения. Наш разговор... Наш разговор вы хотите записать? Да. Я обратилась в российское посольство, в российское консульство, российская община Роман Рязанцев. Да, я в курсе, я с ним связывалась. Мы ходили в СГБ. Я знаю. Давали там объяснение. Вы говорите о том, что у вас кто-то пытается отнять квартиру. Это правда? Почему они не оформили гараж, если они купили его? А у вас есть документы на этот гараж на тот момент? Были, когда состоялась сделка? Послушайте, Скажите, я вас спрашиваю, вы на кого работаете? На я пытаюсь выяснить ситуацию. Давайте будем разбираться в других инстанциях. Пусть этот вопрос Нет, я просто хочу, чтобы вы ответили на мой короткий вопрос. И кто пишет комментарии, я все читаю, я на всех подам в суд. Нет, ну, Алла, скажите, пожалуйста, ваша мать, она здравомыслящая женщина. Меня слушайте внимательно, что я вам говорю. Я сказала, верни сюда ключи от гаража. 1500 я, говорит, купила в 2008 году. Я сказала, иди ты, не просто иди, а лесом. 1500. Ну так ваша мать тоже подтверждает. Причем моя мать, женщина в Но она же участвовала в сделке. Я вам еще раз повторяю, она забывает, что было вчера, что было позавчера. И я вам еще раз говорю, вы не имеете права заходить к ней. Наша съемочная группа поинтересовалась в БТИ, за кем числится квартира, в которой проживает Ефросиния Алтанец. Как нам сообщили, квартира находится в собственности Ефросинии Алтанец, а на гараж в действительности нет никаких правоустанавливающих документов. Как было сказано выше, подобные спорно-разборные конструкции не оформляются. Семья Гвиценя купила у Алтанец гараж, имеется расписка. В своем видеообращении Алла Алтанец заявила, что ее ущемляют по национальному признаку. 12 ноября текущего года она обратилась в общественную организацию «Русская община Абхазии» с просьбой о помощи в урегулировании данного вопроса. Об этом нам сообщил председатель русской общины Роман Рязанцев. По его словам, заявление
заявление гражданки Алтанец находится у них в обработке. К изучению дела подключилась служба госбезопасности республики. Для выяснения обстоятельств в СКБ провели беседу с Аллой Алтанец в присутствии Романа Рязанцева. По информации СКБ, Алтанец отказывается от своих слов и говорит, что ее конфликт с соседями является сугубо бытовым и не имеет под собой иных мотивов. Дениза Герке, Тимур Гугоха, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. Продолжаем выпуск. Сотрудники МВД Абхазии задержали граждан, совершивших днем ранее побег из отделения строгого наблюдения психиатрической больницы. Подробности в материале пресс-службы ведомства. 18 ноября текущего года в результате слаженной работы сотрудников Центрального аппарата МВД, отдела уголовного розыска УВД по городу Сухум и оперативного состава Гулырыбжского районного отдела внутренних дел в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий по улице Киртава в городе Сухум задержаны совершившие днем ранее побег из отделения строгого наблюдения Республиканской психиатрической больницы Атейба Чако Зурабович, 1982 года рождения, уроженец села Джирхва Гудаутского района, и Бея Роман Павлович, 1997 года рождения, уроженец города Гагра. Атейба Чако обвинялся в совершении убийства и незаконном хранении огнестрельного оружия, имевшего место 19 августа 2019 года. Роман Бея являлся обвиняемым в покушении на открытое хищение чужого имущества с незаконным проникновением в жилище, применением насилия, неопасного для жизни и здоровья, совершенное группой лиц по предварительному сговору с жителем Гудаутского района Мишелия Тимуром Суликовичем и жителем Гагарского района Кетия Амиром Феликсовичем, имевшим место 13 августа 2020 года в поселке Лахадзе Гагарского района. Согласно постановлению Гагарского районного суда 9 февраля 2021 года гражданин Атейба освобожден от уголовной ответственности с назначением принудительной меры медицинского характера в виде лечения в психиатрическом стационаре строгого типа. Тем же судом на принудительные меры содержания в условиях отделения строгого наблюдения психиатрической больницы с освобождением от уголовной ответственности был направлен 6 мая текущего года Бея Роман Павлович, откуда последний 17 ноября 2021 года и совершили побег. В настоящее время по факту совершенного побега оперативно-розыскные мероприятия продолжаются. Управление собственной безопасности МВД Республики проводит проверку в отношении сотрудников, осуществлявших охрану режимного блока медучреждения. Произошел обрыв воздушной линии Багмаран, сообщает пресс-служба Черноморэнерго. Без подачи электроэнергии остались подстанции Гудаута-110, Гудаута-Тягом, Цара, Дурипши, Новый Афон. Ремонт линии в данное время невозможен. Работы приостановлены до утра. В обесточенные районы электроэнергия будет подаваться по аварийной схеме с ограничениями. В 6-й Сухумской средней школе после реставрации открылся памятник дважды Герою Советского Союза, летчику-космонавту Владимиру Комарову. Школа носит имя Комарова с 1968 года. Сухумская средняя школа номер 6 была открыта в 1963 году. Спустя 5 лет после открытия решением Президиума Верховного Совета АССР школе было присвоено имя дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта Владимира Комарова. К 20-летию учебного учреждения во дворе школы был установлен памятник Комарову. Со временем бронзовый бюст и постамент обветшали, и памятник находился в удручающем состоянии. Руководство школы обратилось с просьбой в Департамент внешнеэкономических и международных связей города Москвы, которые откликнулись на просьбу. Кроме того, эту инициативу поддержал Московский культурно-деловой центр «Дом Москвы» и Федерация мототуризма России. От имени мотоклуба «Ночные волки» и от всех россиян я хочу поблагодарить всех людей, которые остаются неравнодушными к истории нашей большой и многонациональной страны, и чьим трудом мы вместе внесли свою маленькую лепту в увековечение памяти великого российского человека Владимира Комарова. И, пользуясь случаем, хотим от мотоклуба «Ночные волки» передать руководству школы 10 билетов и для лучших учеников вашей школы на новогодние представления, которые пройдут у нас с 4 по 18 января в городе Москве.
Кроме того, мотоклуб «Ночные волки» передал школе необходимую для организации учебного процесса оргтехнику. Директор школы Лолита Каца поблагодарила за оказанную помощь. Благодаря этой организации у нас теперь есть замечательный компьютерный класс. Нам подарили 4 компьютера, 6 моноблоков и 10 ноутбуков. На открытии после реставрации памятника летчику-космонавту Владимиру Комарову присутствовали депутат парламента Лаша Ашуба, депутат Сухумского городского собрания Инал Тужба и депутат Гулырбского районного собрания Инар Сазба. Последние еще являются и выпускниками школы имени Комарова. Все они оказали помощь и поддержку по благоустройству школьного двора. Хотел тоже со своей стороны выразить огромную благодарность организации «Ночные волки» за ваш вклад. Я думаю, ваш вклад будет примером и для местных меценатов, и для местных спонсоров, скажем так. Помимо этого, хотел бы выразить благодарность людям, которые помогли украсить двор, уложить мощенку. Они попросили, чтобы их имена не оглашали. Мы не будем оглашать, но огромное вам спасибо. Ученикам хорошего настроения и хорошего учебного года. Хотелось бы отметить, что у нас впереди много планов. Мы хотим организовать один большой сбор и привлечь всех учеников этой школы для того, чтобы привести внутреннюю часть школы в порядок. Сегодняшний день это такой маленький праздник, очень приятный. Отрадно, возвращаясь к стенам своей школы, видеть, как проводятся подобного рода мероприятия. Мы надеемся, что и дальше у нас будут возможности развивать школу, и не только в плане разного рода реставрации, и реконструкции, но и в иных областях. Учащиеся школы выступили перед гостями, исполнив абхазский танец. Затем состоялось награждение победителей конкурса, посвященного Дню космонавтики. Алька Трапш, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. День толерантности отметили во второй Сухумской школе. Толерантность – терпимость по отношению к особенностям различных народов, наций и религий, а также к иного рода взглядам, нравам, привычкам. У довольно правильной с точки зрения воспитания детей затеи оказались весьма неприятные последствия. Эсма Гуланзе расскажет подробности. 16 ноября во второй Сухумской школе проводились классные часы, посвященные Международному дню толерантности. Подобные уроки в учебном заведении проводятся не первый год. В 5 Б мероприятие в тот день не состоялось, так как руководитель класса Эльвира Жиба отсутствовала по семейным обстоятельствам. 16 ноября на 3 классных часах присутствовал министр просвещения и языковой политики Габлия Инал Соломонович. Вместе со своим заместителем Кварчеля Адой Алексеевной они посетили с Адой Алексеевной 2 классных часа в 9 А и 10 А. И потом я уже подошла, меня не было, я на совещании была. Вместе с министром просвещения мы посетили 8 Г-класс. Такие уроки и классные часы мы выборочно проводим. Он у нас есть в воспитательной работе. На следующий день, 17 ноября, Эльвира Жиба провела классный час уже без министра просвещения. Тематика беседы была просмотрена завучем по воспитательной работе. Наглядные пособия представлены не были. Использованные на уроке картинки учительница скачала из интернета. На них изображены символы толерантности, флаг и эмблема. Уже после урока фотографии картинок попали в социальные сети, вызвав бурное обсуждение. Дело в том, что радужный флаг с 70-х годов 20 века считается символом ЛГБТ-сообщества. При этом зачастую забывается его первоначальное значение – как символа толерантности по отношению ко всем людям, культурам и религиям. Мы говорили с детьми. Дети подготовились к классному часу. Они рассказывали, так как они являются толерантной личностью, доказали, что они очень милосердны друг к другу, проявляют уважение и доброту. И к классному часу, конечно же, прилагались документы, то есть была оформлена доска, где были использованы символы толерантности, эмблемы толерантности. Эти фотографии, эмблемы, которые были использованы мною, к сожалению, родителями
было расценено иначе. И вот это, в принципе, вызвало весь вот этот ажиотаж. По предварительной версии, фотографию сделал кто-то из детей, а выложили родители. Фото стали рассылать по социальным сетям. Кроме того, поступил звонок в милицию. В общем, инцидент вызвал большой резонанс. В рамках школьной проверки объяснительной написали заместители директора по воспитательной части и сама учительница, которой объявлен выговор. Я считаю, что это большая школа, это большая семья. Если даже учитель не доглядел, я думаю, что можно было обратиться в школу и внутри уже решать эти вопросы. Коль одно имеет такую огласку, конечно, с нашей стороны мы будем дорабатывать и проводить определенную работу. Министерством просвещения и языковой политики начата проверка по инциденту, по итогам которой будут вынесены решения. Министерство просвещения, конечно же, против таких тем двойного такого толкования. Хотя можно и оправдать преподавателей и дирекцию второй Сухумской школы. Эта школа многонациональная, это нужно тоже понять. И, пожалуйста, если можно, не нужно придавать этому такой негативный смысл. Не забывайте, там учатся наши дети, которые также болезненно реагируют. Это наши учителя, которые тоже в очень сложной ситуации. Я хочу отметить, что в этот день министра там не было. Он был приглашен в другие дни, но опять-таки наша цель была посмотреть, как это проводится, проконтролировать, насколько это в рамках дозволенного всего. Наша сегодняшняя национальная система и завтра, и в будущем стержнем там должно быть духовная составляющая. Наш этический код – это абсура. Это было, будет, и мы сегодня будем пытаться сохранить. К сожалению, люди часто используют социальные сети, чтобы свести личные счеты. Очень жаль, что в такие ситуации оказываются втянуты школа, учителя и дети. Эсма Голанзе, Саида Гухава, Абхазское телевидение. И в конце выпуска прогноз погоды. По сообщению Гидрометцентра, в выходные дни 20 и 21 ноября в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями. В субботу дождь, местами возможен град, в горах снег. В воскресенье переменная облачность, утром возможен местами кратковременный дождь, днем без осадков. Температура воздуха ночью плюс 3,8, днем 8,13. Температура морской воды плюс 16. И на этом наш выпуск завершен. Я с вами прощаюсь. Абхазское телевидение продолжает свою работу.